Здравствуйте, вы смотрите новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Ашпукол. Коротко о главном. Обстановка с лесными пожарами. Из-за установившейся на территории республики сухой и жаркой погоды сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Сегодня стартовал первый день форума «Тува будущего. Стратегия перемен». Центр русской культуры – одна из площадок форума, где обсудили вопросы по развитию межнациональных отношений. Кто устанавливает почтовые ящики? Наша съемочная группа разбиралась в теме. А теперь об этих и других событиях более подробно. Начнем выпуск ситуации с лесными пожарами. Из-за установившейся на территории республики сухой и жаркой погоды сохраняется чрезвычайная пожароопасность. 5-й класс горимости на территории 4 районов Тувы – Дзунхемческого, Пихемского, Кызылского и Эрзинского. Высокая пожароопасность 4-й класс на территории Терехольского и Байтагинского районов. По данным Госкомлеса, сегодня в республике обстановка с лесными пожарами сложная. Зарегистрировано 27 пожаров общей площадью 28 943 гектара. Из них 20 действующих и 7 локализованных. В тушении пожаров задействовано 290 человек и 5 воздушных судов. 1 Ми-8, 2 борта Ан-2 и 1 Ми-2. В дополнение были запрошены 2 вертолета от Министерства обороны России и 1 вертолет Сибирского регионального центра МЧС, которые уже прибыли и работают на пожарах. В настоящее время сейчас пожары, которые действуют, это все грозовые пожары. Они в отдаленных местах, в труднодоступной горной местности. И тушение лесных пожаров, данных лесных пожаров, возможно применение только авиационных сил и средств. Привлечение техники не представляется возможным. В Туве по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим. Об этом еще раз напомнили на состоявшейся пресс-конференции в Главном управлении МЧС Республики. Строго запрещается пребывание людей в лесах, въезд в них транспортных средств, разведение костров и сжигание мусора. На территории республики действительно сложилась очень тяжелая лесопожарная обстановка. Хотелось бы попросить население, отнестись совсем должным образом ко всем требованиям надзорных органов и лесопожарных наших министерств, ведомств по запрету посещения лесных массивов. Кроме этого, значительную опасность, конечно, представляет у нас возникновение загораний вблизи населенных пунктов. Уважаемые земляки, хотелось бы предостеречь от данных мероприятий, так как сами все видели по средствам массовой информации, в июне месяце на территории Сибирского федерального округа практически сгорело несколько населенных пунктов, причиной которых это у нас явилось несанкционированный отжиг на землях сельских поселений. К сожалению, на территории Республики Тыва у нас такие случаи тоже имеют свое место. К другим темам. Сегодня стартовал форум «Тува будущего. Стратегия перемен» в рамках подготовки стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года с участием экспертов и субъектов России. Одним из главных составляющих форума должно стать выявление позиции жителей республики в отношении будущего развития региона. Темы форума самые разные, и они поделены на площадки. К примеру, в Центре русской культуры обсудили вопросы по развитию межнациональных отношений, главная задача которого – сформировать стратегию пути решения межнациональных проблем. Форум по разработке стратегии развития межнациональной политики вела заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Ирина Галанова, которая является одной из разработчиков проекта развития межнациональных отношений. Ирина Галанова сразу приступила к обучению. Не все, да, и даже на международном уровне мы тоже знаем, что подписали соглашение и тут же его нарушили. А почему? А потому что нарушена логика достижения соглашения, нарушены правила достижения соглашения. Использовав метод работы Ирины Галановой, можно добиться того, что из всех 100 человек можно услышать мнение каждого за короткое время. Самая главная идея, что нет каких-то
инопланетян, которые прилетят и за нас сделают нашу жизнь хорошей. Это все в наших руках. И сделать это можно только тогда, когда в мире в нашем будет согласие. А для того, чтобы это согласие нам выработать, нужно чаще встречаться, нужно общаться. У нас нет отдельного какого-то мира идеального, куда мы могли бы переселиться. И идеальный мир мы должны сделать сами своими руками, здесь и сейчас. А это возможно только тогда, когда общество не будет разделяться, когда оно будет объединяться. Когда объединится и бизнес, и власть, и общественники, и светлые головы, и ученые. И вот этой консолидации всех сил здоровых общества для единства страны – это самая главная цель и задача наших встреч. Сейчас представители Совета определяют, какие проблемы существуют в Туве в вопросах межнациональных отношений и как выработать пути преодоления. Как поделилась Ирина Галанова, нужно работать над образом будущей страны, ведь Россия многонациональная страна. У каждого народа есть свои ценности, обычаи и традиции. Ну, острых проблем у нас прям кричащих таких, к счастью, нет. Определенная проблематика, она есть, допустим, и в отношении коренных малочисленных народов, и в отношении русского языка, и российского казачества. То есть по каждому направлению, конечно, есть своя проблематика. Но еще раз повторяю, что острых, таких прям горящих проблем у нас, слава богу, нет. Участники нашей стратегической сети – это заместители по социальной политике, ответственные на местах за реализацию государственной национальной политики. Такая структура сформирована сейчас на местах. Это специалисты выделены, которые обязаны как раз реализовывать комплексный план и стратегию, которую разрабатывает непосредственно муниципальное образование. В идеале мы должны разработать проект реализации государственной межнациональной политики, который сможет претендовать на президентский грант, говорит директор агентства по делам национальностей Тувы Вера Лапшакова. Представителям муниципалитетов районов республики дали задания и инструкции, чтобы те могли использовать знания и опыт, полученные сегодня. Из этого форума узнаю очень многого, чтобы донести до односельчан, поработать в своем Кожуне над этими проблемами, поднять этот вопрос. В нашем Кожуне работаем мы над этой проблемой. У нас очень сильная команда в Кожуне, работает Союз молодежи, Союз женщин, Совет отцов тоже работает. Вот сегодня они с нами вместе приехали, мы вместе принимаем участие в этом форуме. Межнациональные отношения влияют на экономическое развитие не только нашей республики, но и страны в целом. Поэтому сейчас нацполитике уделяется особое внимание. В следующем году в Кызыле планируется провести расширенное мероприятие во главе с председателем Совета Национальной ассамблеи России, куда также привлекут все муниципалитеты Тувы. Диана Баямбугузбуянаюн, телекомпания «Новый век». В Туве рассчитывают увеличить размеры социальных выплат малоимущим за счет повышения адресности помощи. Как сообщили в Министерстве труда республики, ранее наравне с действительно бедным населением часто и малоимущими признавались граждане, имеющие крепкое подворье, доход от которых мог намного превышать прожиточный минимум. Уйти от такой уравниловки позволит решение правительства Тувы от 22 июня о нормативах чистого дохода семей и одиноко проживающих граждан. Эти нормативы призваны повысить адресность социальной помощи и четко определить, кому она на самом деле жизненно необходимо. Кроме того, за счет высвобождения бюджетных средств у республики появляется возможность пересмотреть и размеры поддержки малообеспеченных жителей в сторону увеличения. Как уточнили в министерстве, из всех действующих в республике видов социальной поддержки малоимущих нововведение распространяется только на 2 из них. Это ежемесячное пособие на ребенка и субсидии на оплату услуг ЖКХ, которые привязаны к величине прожиточного минимума. В настоящее время, по данным Минтруда Тувы, только детское пособие в республике получает 31 тысяча человек, коммунальные субсидии – 15 тысяч. Общие расходы республиканского бюджета по ним на 2017 год запланированы на уровне почти $500 миллиарда рублей. И о курсах валют на сегодня одни таковы. Доллар стоит 58 рублей 88 копеек, а евро 65 рублей 96 копеек. Далее небольшой блок рекламы, не переключайтесь. Эй, пап, ты чё завис? Мы не в интернете. А цены как в интернете. Так, двухкамерный холодильник Хайер по интернет-цене 30 990 рублей. РБТ.ру.
Можно ли обмануть алкотестер и как много водителей доставляют для свидетельствования в РЭЗ-наркодиспансер? Накануне моя коллега Анастасия Маслова на эту тему пообщалась с медработником. Подробности в рубрике «Гость в студии». Пьяные водители на дорогах, как правило, лето – сезон, когда число нарушителей увеличивается. В Туве инспекторы ГИБДД регулярно проводят рейды по выявлению водителей под шофе. Одни проходят экспресс-тест на трезвость на месте, другие предпочитают делать это в наркодиспансере. И сегодня у нас в гостях Снежана Хомушко, заведующая стационарным отделением республиканского наркодиспансера. Здравствуйте. Здравствуйте. Снежана, расскажите, как много и как часто привозят к вам водителей, нарушителей на медосвидетельствование? Медицинское свидетельствование на состояние опьянения у нас проводится на основании 933 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации. И тенденция обращений на медицинское свидетельствование у нас больше всего ближе к выходным дням, предпраздничные дни, в праздничные дни и в ночное время суток. А кто чаще всего? Это женщины, мужчины в состоянии алкогольного опьянения? Ну, с развитием современного общества у нас народ стал более мобильным, все пользуются автомобилем. И, как ни странно, в последнее время участились обращения женщин и молодых девушек, но и мужчин в достаточном количестве. Многие едут в наркодиспансер на медосвидетельство в расчете на то, что за это время, пока не доберутся, алкоголь выветрится. Вот за сколько он выветрится? К примеру, если человек выпил на отдыхе бутылку пива, через какое время он сможет сесть за руль? Имеются определенные фазы прохождения алкоголя через организм человека. Это фаза абсорбции, когда происходит всасывание в организме и алкоголь распространяется по организму, в частности по оттоку крови. И фаза метаболизма – это когда алкоголь уже выводится непосредственно через почки, через мочевыделительную систему и через кожу. Пот, да? Да. Элементарно. Вот. И эти фазы, они различны по времени. И зависит от конституции человека, от здоровья, в частности, как у него работает печень, почки, внутренние органы. Сколько жидкости, наверное, он выпил после того, как принял алкоголь? Сколько жидкости, да. Чем он заедал и чем запивал. В общем, все индивидуально. И мнение о том, что вот через час можно сесть за руль после бутылки пива, ошибочно. Ошибочно, да, это заблуждение. А скажите, что касается кваса или кефира, вообще там же тоже есть какая-то доля алкоголя, и покажет ли алкотест, может показать? Ну, имеется там доля алкоголя, но она настолько мизерна, она настолько ничтожна, что при алкотестере аппаратом Line SD400 и при химико-токсикологическом исследовании они не обнаруживаются в организме. Как проходит освидетельствование? Ведь многие пытаются обмануть алкотестеры, я насколько знаю. Да, бывают часто такие случаи, что в себя, да. Не в алкотестер, а в себя. Не в трубку вдувают, да, а в себя вдыхают воздух, там пытаются мимо трубки вдунуть, или трубку там губами не полностью обхватывают. Но, как правило, аппараты у нас раз в год проходят поверку, и на такие реакции они не реагируют никак. То есть вообще сбоев здесь быть не может, да? Не может, да. А как-то проверяется еще помимо алкотестера, какие-то анализы водители сдают? Помимо алкотестера у нас порядок проведения медицинского свидетельствования четко указан в 933 приказе, как я ранее озвучивала. Вот. И согласно этому порядку сначала делается продув, потом делается упражнение на проверку внимания, устойчивости, а потом мы забираем биологический объект на химико-токсикологическое исследование там. И результаты у нас
заключение выходит в течение 3 дней. На вашей памяти какое самое большое число показывал алкотестер? Вот недавно у нас был случай, ночью привезли нетрезвого водителя, сотрудники ГИБДД. Он был за рулем, ехал по центральной, да, по центральной улице нашего города. Ну, к счастью, его остановили сотрудники ГИБДД и привезли к нам. У него при первом продуве показатель аппарата был 2,50 миллиграмм на литр, и через 15 минут при повторном продуве было 2,60 миллиграмм на литр. Но здесь, наверное, нужно для наших телезрителей еще пояснить, чему эквивалентна эта цифра, то есть это бутылка водки или больше? В каком состоянии вообще был мужчина? Он мог стоять на месте? Это абсолютно, конечно, даже несравнимо с бутылкой водки. Это намного больше, чем бутылка водки на одного человека. И состояние у него было, ну, такое полусонное. Он стоять не мог, он пробу не мог провести. Продув он с 4-го, с 5-го раза только смог продуть. Ну, хорошо, что его остановили. Этот человек, да, этот человек управлял автомобилем, и этот человек, к счастью, трагедии. Да, и этот человек управлял транспортным средством. Дай бог, что не случилось несчастье. Ну, кстати говоря, как раз о ДТП, ведь обязательным условием является проверка водителей, которые стали участниками ДТП, где есть пострадавшие, правильно? Вот к вам часто привозят? Да, часто привозят и в дневное время, и в вечернее, и в ночное время привозят водителей, которые попали в ДТП и имеют пострадавших, которые попали в лечебное учреждение. Но, как правило, у нас большое количество таких водителей, они оказывались трезвыми. А что касается наркотического опьянения, бывали ли случаи, когда выявляли у водителей, думали, что алкогольном опьянении человек находится, а оказался, что там другие вещества? Да, бывают часто такие случаи, что сотрудники ГИБДД останавливают водителя. Водитель при досмотре ведет себя неадекватно. Как правило, у таких водителей запах алкоголя не имеется. Они привозят к нам в наркодиспансер на медицинское освидетельствование, и уже непосредственно во время прохождения освидетельствования у них обнаруживаются наркотические средства в организме. Ну и в заключение нашей беседы давайте еще раз напомним, как алкоголь влияет на реакцию водителя, ведь это очень важно. Так, люди думают, что вот выпили бутылку пива, допустим, бокал вина, бокал шампанского, стопку водки. Они думают, что это настолько маленькое количество алкоголя, поступившего в организм, что ни на что не сможет подействовать, и они легко могут сесть за руль и поехать в путь. Но это ошибочное, это заблуждение. Даже небольшое количество алкоголя начинает действовать уже на клеточном уровне, начинает действовать на сознание, на внимание, на устойчивость. И в определенное время водители легко могут даже не заметить переходящего дорогу пешехода, там с красный свет светофора. То есть лучше от алкоголя отказаться вообще, если вы собираетесь в ближайшее время сесть за руль? Если собираетесь сесть за руль, то алкоголь не употреблять. Спасибо, что пришли к нам. У нас в гостях была заведующая стационарным отделением республиканского наркодиспансера Снежана Хомушко. Продолжаем выпуск. Сегодня практически всю корреспонденцию можно получить через Почту России. В Кызыле немало подъездов, где почтовых ящиков нет совсем. Кто устанавливает почтовые ящики, кто их обслуживает, или все эти обязанности должны выполнять сами собственники жилья? Таким вопросом задалась наша съемочная группа. Слово Диане Баянбагус.
Типичный козыльский подъезд, лестничная площадка, синие стены, стенд с объявлениями. Почтовых ящиков нет, квитанции либо лежат на полу, либо закреплены в двери, либо приклеены к стене. И такую картину можно увидеть практически во всех подъездах многоквартирных домов столицы. Мы обратились в 8-е почтовое отделение микрорайона «Спутник» и поинтересовались, как почтальоны разносят корреспонденцию, если почтовых ящиков в доме нет. Роза Тулюш, почтальон с большим стажем, знает каждую из закоулок этого микрорайона. Первый дом, который она обходит, это МЖК. В первом подъезде видно, щитки на месте, за ними следят, закрыты на ключ. Другой подъезд. Тут уже почтальону приходится подниматься на нужный этаж, так как здесь почтовых ящиков нет. Здравствуйте. Владимир. Итак, из подъезда в подъезд. Благо, есть сегодня такой гаджет, как сотовый телефон, делится почтальон. У Розы Тулюш есть специальная тетрадь с контактами жильцов, которым часто приходит корреспонденция. Заказные письма так-то по почтовым правилам должна обслуживать только до 2-го этажа. И судебные, и правительственные от президента. Такие письма мы на все этажи доставляем. Все равно на то, что это так как... За исключением, чтобы клиенты получили свои письма, я стараюсь всех доставлять домой. Виктория Саинбелек переехала в новый дом по адресу Псунурская, 2, где, как оказалось, почтовые ящики изначально не были установлены. Пришлось приложить немало усилий, чтобы поставить заветные щитки. Первоначально мы, жители нашего подъезда, обратились на Почту России, поскольку это связано с почтальонами. Сделали туда письменное обращение, на что получили отказ, поскольку Почта России не занимается установкой ящиков в подъездах. Далее мы обратились в управляющую компанию МУП «Енисей». Также нам МУП «Енисей» отказал. Затем я обратилась в агентство по содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства, где мне дали пояснение о том, что в программе переселения конкретно про почтовые ящики ничего не указано. И под конец мы обратились к начальнику управления мэрии города Кызыла по Восточному району, где также пояснили, что почтовые ящики не предусмотрены программой. Жители подъезда решили собрать денежные средства на обустройство подъезда. И в том числе предусмотрели деньги на закупку и приобретение почтовых ящиков. За ящиками ездили в Абакан, поскольку в Кызыле они не продаются. Ждали доставки 2 недели, и когда их привезли, установили тоже самостоятельно. На кого возложена функция по установке почтовых ящиков, узнать не удалось, так как в управляющей компании, которая занимается содержанием дома, от каких-либо комментариев по этому поводу отказались. Как нам сообщили в Почте России, ответственность за содержание почтовых ящиков несет управляющая компания согласно приказу Минрегиона России от 1 июня 2007 года. Данное предписание указано в положении о разработке передачи пользования и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома, подраздел 3.15. Диана Баймбусерис-Ховалык, телекомпания «Новый век». Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». В Кызыле в районе Коммунального моста начал функционировать спасательный пост. Для своевременного реагирования на происшествия в районе Коммунального моста столицы организовано совместное дежурство на воде спасателей и инспекторов ГИМС, которые обеспечены необходимым спасательным оборудованием. Дежурство на данном посту будет осуществляться ежедневно с 14 до 20 часов. Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее тонкости рассмотрения споров по оплате коммунальных услуг. Одно из важных разъяснений – граждане вправе требовать неустойку и даже компенсацию морального вреда за плохую работу управдомов. Например, требовать компенсации можно, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают установленным требованиям, перебои с водой, теплом и тому подобное. Для доказательства можно использовать аудио- и видеосъемку, показания свидетелей или заключения экспертов. В Туве создают комиссию по антидопинговому контролю в школах Олимпийского резерва. Правительство республики утвердило план мероприятий, в соответствии с которым до конца этого года при республиканских федерациях предполагается создать структуры, необходимые для антидопингового контроля. Организации профилактических и пропагандистских кампаний за чистый от применения различных стимуляторов спорт.
Нововведение коснется прежде всего воспитанников республиканских школ Олимпийского резерва, в особенности тех спортсменов, которые являются членами национальных сборных России. В России может появиться федеральное звание почетного гражданина, сообщает РИА Новости. Планируется разработать соответствующий законопроект. Авторы проекта обратили внимание, что во многих регионах и муниципальных образованиях есть законы о присвоении звания почетного гражданина, но на федеральном уровне его пока нет. Предполагается, что Госдума и Совет Федерации будут совместно принимать решения о награждении россиян соответствующими знаками отличия. В июле к 125-летию первого профессионального фотографа Тувы краеведа, первого директора Тувинского краеведческого музея Владимира Ермолаева откроется выставка «Тува. Черно-белое наследие». Выставка позволит взглянуть на один из самых интереснейших периодов истории Тувы – середину 19-го, начало 20 веков. Посетители увидят Туву глазами путешественников, которые впервые познакомились с неизведанным краем, с девственной природой. И в завершение о погоде передаю слово Мозе Черепановой. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на телеканале «Новый век», в студии Муза Черепанова. Жара пока отступать не собирается. Температура днем будет держаться на отметке плюс 33, плюс 35 градусов. Ночью в город придет приятная прохлада, плюс 18, плюс 16. Возможно, гроза. Слабый западный ветер 6-11 метров в секунду. Переменная облачность без осадков. Давление 703 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 36%. Ожидается небольшая геомагнитная буря. Это все на сегодня. До свидания. Берегите себя. Это были все новости к данному часу. Всего доброго и до свидания.